Кыргызстане активно развивают женское предпринимательство. Редакция «Кактус Медиа» разбиралась, как это помогает улучшить экономику, а также снижению гендерного насилия. Насильственного характера факты – это больше в тех семьях, где женщина не работает, либо женщина-мигрант, женщина зависит от мужа, да, финансово. То есть эти женщины больше зависимы, экономически зависимы. Если экономически, сейчас в мире так, что экономически состоявшийся человек, у него возможностей больше, он себя более уверенно чувствует. Без понятия «женское предпринимательство» оценить результаты программы трудно, а также распределять финансовую поддержку целевым образом, считают в Минэкономике, а также эксперты. Мы вносим понятие «женское предпринимательство». Во-первых, что такое женское предпринимательство? Это ИП, учредителем которого является женщина, либо это ОСО, юрлицо, АО, ОСО, в котором доля более чем 51% является женщина или женщины. И при этом там еще есть такой момент, что более половины работающих должны быть женщины. Вот этот момент мы сейчас думаем, потому что тогда получается только швейный и образовательный сектор охватятся. Возможно, мы эту цифру спустим до 10% или вообще уберем. Это, наверное, связано с тем, что женщинам достаточно тяжело начинать свой бизнес, развивать его, потому что многие женщины свой, так скажем, активный период молодости, с 20 до 40 лет, они проводят тем, что они выходят замуж, рожают детей, находятся на декрете. И, так скажем, к 40 годам, когда начинают открывать бизнес, у них недостаток опыта, недостаток залогов, если они хотят взять кредит в бизнес. Потому что, в основном у нас залог оформлен на представителей, так скажем, мужского пола. И здесь все-таки нужно было их особо отметить и дать им особые льготы. Эти и другие шаги, как отмечают эксперты, помогут снизить уровень гендерного насилия в Кыргызстане, а также повысить представленность женщин в экономике.